Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Мастера своего дела выберут в Якутске. В столице стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». 28 мастеров производственного обучения со всей республики подали заявки на участие в конкурсе «Мастер года». Они представили видеоролики на тему «Мое педагогическое кредо», в которых раскрыли свои секреты преподавания и любви к профессии. В финал вошли 11 конкурсантов. Теперь им предстоит провести открытые уроки в виде мастер-классов. Хочу себя проверить, смогу ли, не смогу. Должны показать, как мы уроки ведем, технологии новые, может какое-то внедрение сделать. Есть, конечно, минусы, и у меня тоже минусы есть, конечно, это у всех бывает. Будем учиться, смотреть, как они преподают, что-то новое. Подготовка автомобильного крыла к покрытию грунтом, ультразвуковой метод контроля, диагностирование оборудования автомобиля – это лишь немногие из тем, которые затронут в течение 4 конкурсных дней на образовательных площадках города. Примечательно, что наши конкурсанты преподают свои мастер-классы на совершенно новой аудитории для студентов из других образовательных организаций. Поэтому здесь, конечно, от наших конкурсантов требуется очень большое педагогическое мастерство, профессиональные компетенции высокие, и, конечно же, психологические моменты, когда нужно очень быстро наладить контакты с новыми ребятами. Региональный конкурс «Мастер года» проводится в республике в 3-й раз. В этом году он впервые проводится очно. По итогам регионального этапа традиционно будет определен победитель, который поедет представлять республику в финале. Бывает так, посмотришь на фотографию, а на самом деле это картина. В Балданском районе есть один из таких художников, который рисует с помощью аэрографа. Глядя на его произведение, можно с точностью сказать, что это настоящее произведение искусства. Подробнее об этом расскажет мой коллега Руслан Чуев. С чего начал вообще заниматься аэрографией? Эта история уходит в далекий 2009 год. Я учился в городе Хабаровск, заканчивал Тихоокеанский государственный университет на экономиста. И я тогда уже рисовал я с детства. И я просто как-то однажды, мы мыли машину, и рядом стояла студия аэрографии. И мне друзья: Леха, ты же рисуешь, пойдем посмотрим. Я зашел, посмотрел, и там были приветливые ребята, мы поздоровались, они все показали сразу же. И потекла слюна. В 2015 году я поехал, узнал про курсы хорошие, поехал в город Москва, столицу нашей страны. И почти месяц там обучался. Можем вот этот колпак взять, да? Да, показать? конечно. Я просто посмотрел и был немного в шоке. У меня очень есть хороший друг, замечательный человек, у который владелец именно этого Land Cruiser Prado с номером с точно таким же. И он захотел что-то себе нарисовать на колпаке. А он любитель рыбалки, охоты, что-нибудь, говорю, давай. А я где-то в интернете увидел, это не моя идея, честно, это плагиат. Я увидел, говорю, давай, я тебя сфотографирую, и ему показал, что машина в машине. И вот так вот до победного он сказал: Леха, замечательно, здорово. И все, вот она появилась идея. Я вышел на улицу, взял хороший у жены фотоаппарат, сфотографировал через программу, через Photoshop, загоняешь, выставляешь размеры, диаметр снимаешь колеса, и дальше уже технически пошел рисовать. Для того, чтобы начать заниматься аэрографией, потребуется, собственно, сам аэрограф. Этот инструмент рисует толщину, минимальная толщина у него 0,2 мм. Он может нарисовать, грубо говоря, человеческий... 0,2 миллиметра? 0,2 мм. Это человеческий волос. Мы сейчас с вами все это увидим. Также для того, чтобы начать рисовать, нужен компрессор. Компрессор необходим, потому что, как он рисует, вообще аэрография, воздух, граф – это кисть, пишу воздухом. Краски отечественного производства, отечественный производитель, они абсолютно безопасны, безвредны, ничем не пахнут, смываются просто даже элементарно водой. Вот я так понимаю, это у нас картина, которую мы постараемся воспроизвести. Я вам сейчас скажу, что здесь ничего абсолютно сложного нету. Ой, градиент почему-то не получается. Ты добавляешь спирта в краску. Чем больше разбавляешь, тем, получается, будет самый прозрачный слой. И позакрашивать поплотнее это все дело. Вот видите, как он замечательно. И нижняя часть тоже, да? Вот, да, замечательно.
Ну вот и по низу потихонечку пробуйте делать так, закрашивать низ солнышко. Остался такой самый интересный момент. Естественно, чтобы мы здесь не вырезали, я на работе сегодня сделал трафарет. Ну, и понятно, да, мы можем до 12 часов ночи сделать копию. Да, то есть, чем дольше работаешь над картиной, тем детализирование, ну, получается, соответственно. Да. Так, поехали. Максимально прижимаем, да, трафарет. И можно прямо аж открывать и всю. И прям заливать его. Во. Я думал, что я смогу нарисовать квадрат, там, не знаю, да, кружок, но не ожидал, что получится такая картина. То сразу видно, Алексей, как профессионалу, тебе огромное спасибо. Все намеки на то, что у вас получится очень хорошо, есть налицо. Тем временем в Томоте есть этнокультурный центр, который вызывает особый интерес у местных жителей. В его фонде сохранилось много старинных вещей. Большая часть экспонатов принадлежала когда-то жителям города Томот. Школьники с удовольствием посещают музейные занятия, ведь здесь проходят интересные экскурсии. Мы хотели бы рассказать про первый экспонат. Это вот такой вот наконечник. Наконечник это 19 века. Подарила нам жительница города Томота Карамзина Татьяна Гаврилевна. Она 1912 года рождения, потомственный охотник-оленевод. Наконечник ей достался от деда. Дед подарил отцу Татьяны Гаврилевны, и Татьяна Гаврилевна его сохранила и передала в музей. Она прожила 92 года. А вот для чего предназначался? Для охоты, да. Вставлялась древка и для охоты, ну, в основном, конечно, на медведя. А Татьяна Гаврилевна еще передала еще один экспонат, тоже такой ценный, тоже 19 века, и такая вот пальма. Это тоже оружие, но у него лезвие, вот видите, какое, ну, как нож, длинное. И на вот такой вот древке прикрепляется оно берестой. Но это тоже для охоты, тоже, скорее всего, на медведя. Это вот специально как будто чехол, да? Да, для лезвия, чтобы оно не тупилось. Скорее всего, так вот они, видите, как приспособили, да? Ну и вот такая вот сумочка, ну это уже, конечно, 20 век. Сумка из бересты, каркас сшит из бересты, а сверху обшит камусом и ровдугой. Так как ивенки вели кочевой образ жизни, они с места на место очень часто переезжали, и очень было удобно 2 сумки на оленя повесить, да, и по обе стороны ему было легко, и, естественно, больше ты вещей мог перевезти, вещей, продуктов. Также они застилали, например, тоже берестяное какое-нибудь приспособление, можно было закрыть, прикрепить, снег не попадал и дождь не попадал в эту сумку. Ну, естественно, мех тоже не пропускает воду. А вот такие вот экспонаты в нашем музее хранятся. Надеюсь, что мы еще их сохраним долго. И еще я хочу напомнить, что продолжается конкурс «Дальний Восток. Земля путешествий», в котором каждый житель Якутии может принять участие и получить приз до 3 миллионов рублей. Для этого необходимо снять ролик о путешествии в любую точку Дальнего Востока и разместить его на сайте. Прием заявок будет длиться до 30 сентября. По итогам конкурса не только будут вручены ценные призы по каждому направлению, но и составят список 100 лучших турмаршрутов. Основные условия конкурса – это регистрация на специализированном сайте путешественникдв.рф. Кроме того, путешественник должен уведомить службы МЧС о предстоящем путешествии, это с точки зрения техники безопасности, и по итогам своего путешествия разместить ролик в своем личном кабинете данного сайта. И о спорте. В Мирном завершился открытый турнир района по хоккею с шайбой среди ветеранов. Соревнования на призы Вячеслава Штурова посвятили победе в Великой Отечественной войне. Подробности ледовых сражений у Анны Васильевой. На ледовой арене спортивного комплекса «Кимберлит» завершился хоккейный турнир среди любительских команд ветеранов старше 40 лет. В соревнованиях, длившихся 2 дня, приняли участие команды из Мирного и Ленска. Я пришел поболеть за мирнинскую команду. У меня на воротах стоит Женя Бугашев. Играет в этой же команде Косовец Георгий. Люблю хоккей,
болею за нашу команду. Вот мой родственник Игорь Крюков. Всем передаю привет и приглашаю всех болельщиков хоккея поприсутствовать, чтобы здесь в Мирном больше развивался хоккей и тому подобное. Команды играли по круговой системе. В ходе жаркой борьбы мирнинцы взяли кубок турнира. Серебро у линчан и замкнули тройку медведи. Лучшим вратарем признан Бугашеев Евгений, глава Мирнинского района от имени Вячеслава Штырова вручил ему вратарскую клюшку. Ну а лучшим игроком стал Косовец Георгий из Мирного. Ветеранские турниры, они всегда влияют на развитие хоккея. Чем больше чем больше родителей участвуют в турнирах, тем больше молодых людей привлекают. У нас у ветеранов проходят тренировки 3 раза в неделю. Мы занимаемся по 1,5 часа. Все хоккеисты-ветераны получили еще колоссальный заряд энергии и положительных эмоций от общения на льду с единомышленниками и такими же любителями хоккея с шайбой. Анна Васильева, Мирный. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.